Будущие хаджи поделены на 5 групп по 40 человек в каждой. Многие из верующих впервые смогут прикоснуться к святыням ислама. Алихан Зарахов до этого момента только мечтал выполнить священную миссию. Было очень сильное стремление каждый раз, но в связи с пандемией и другими вопросами как-то не получалось. И по воле Всевышнего Аллаха сейчас получилось. Алхамдулиллах. Немало здесь и тех, кому не в первый раз выпал шанс прикоснуться к Каабе. Ашат Аушева совершить хадж едет уже в 9-й раз. Делится, что заболела своеобразной лихорадкой и теперь не упускает возможность снова посетить священные места. А потом Паломничество в Саудовской Аравии будет проходить в течение 3 недель. Будущие хаджи должны выполнить все ритуалы: путешествия между холмами Сафа и Марва, стояние на Арафате и в долине Мина, ночевка в Муздалифа. منا غبة منا بيساق جسر منا بيساق أيضا عرفتي غبنا عرفتي رمال جاهي سيرن مرجلا مسخمية لينجا مزدلفتي حبوا غبة مزدلفتي بيس نشيط سهديان شلت أهغة منا يخ أشبوا غبة منا عشبة كدعبخة إجل حلقة أي توصد أي تيسا شلت أهغة كيرتر شبوا قبة كيرتر شبه كشلت أهغة هجول حبوا أصلبنا. Для будущих хаджи организаторы максимально облегчили поездку. Если раньше людям приходилось лететь с пересадкой из Москвы и ждать своей очереди в одобрении визы, то сейчас им даже не нужно задумываться о подобных мелочах. Самолет вылетает ровно по расписанию в 10:30. Уже через 4 часа самолет должен приземлиться в Саудовской Аравии. Мы смогли в этом году добиться того, что самолеты летят прямо с нашего аэропорта в аэропорт Джидда в Саудовской Аравии. То есть прямые рейсы – это очень трудная задача, но мы его смогли в этом году решить. Глава республики добился того, что аэропорт международный, и нам дали разрешение, чтобы мы летали прямо. Всего из республики в этом году в хадж отправится 1300 паломников. Организация для них на высшем уровне. Обеспечено транспортное обслуживание, проживание в комфортабельных гостиницах, позаботились организаторы и о питании. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.